Так. Ну опять вот сработала, но, блядь, так и не открутила ничего. Почему он так срабатывает? Играет и все. Зацепилась. В общем, пустой, короче говоря, пустой. И рыбу не дергает. Хотя вроде похоже, что он этот. Ну. А я не для тебя пока. Завтра еще я тебе дам. Эль. Сегодня без рыбы ты будешь, парень. Так. Эль. Хитрый, блин. Хитрый. Так, вот так мы сделаем. Блядь. Как же сделать-то? Так сделаем. Вот так мы сделаем. Сейчас проглотит. Здравствуй. Давно не виделись. Все замерзло, блин. Ну, в общем, ребят, пустой. Второй подход пустой. Подождем. Время пока есть. Будем ждать. Тулан двери открыл, как всегда. Так, рыбалка там оставлю, чтобы не замерзла. О, вот это да. Вот такой есть сегодня. Снежный снова. Ну. Не подлизывайся. Мон. Тулан, мон. Хлеб съел? А? Чё? Не узнал, что ли? Это я. Ай. Вытряхну. Так, полный газ, ребят. Еще будем немножко сушиться. Надо сушиться чуть-чуть. Отдохнуть. Основное сделали сегодня. Планированную работу. Основное сделали. Мон-то тыщ. Вот так вот. В общем, решил я приготовить яичницу с луком на скорую руку, потому что не хочется драгоценное время терять на готовку сейчас супа или еще. Быстренько яичницу сделаем, приготовим, пообедаем и дальше путь. Возьму сейчас уже удочки, ниже избы сходим. Хотел выше избы на буране съездить, лучше схожу вниз. Такой вот, проверим там что-то есть или нету. Многие согласятся, что яичница с помидорами вкусно. Обычно там дома также готовим. Ну а здесь только у меня лук. Зелени никакой нету. Овощи никакие я особо не взял. И сейчас зимой тоже все может быстро замерзнуть там. Вот. Ну что сказать насчет... Сейчас вот мы ездили.
ставил жерлицы. Обычно в жизни как бывает. Вот невезение, потом в какой-то момент резко может там повезти, там повезет. И вот сейчас вот в начале похода крупно нам повезло, поймали щуку. И бывает так, что уже ты начинаешь там надеяться, о, все, пошло дело. И в конце похода понимаешь, что эта надежда просто вот, знаете, вот, надеяться надо, конечно, но и жизнь такая, судьба, что когда много надеешься, наоборот, бывает и жизнь так повернется, что ничего не удастся. И на охоте, и на сбор грибов бывает, там, знаешь, вот поляну нашел, там, первые минуты, все, целый день сегодня будет такой грибной, а хрен-то там. Полдня ты бродишь, и ничего нет. Так что я особо тоже вот сейчас в данный момент не надеюсь, что вот дальше так круто повезет, там еще что-то там поймаем. Но сработка есть, это как бы радует, конечно же. Сейчас я сперва обжарю вот этот лучок немножко и туда добавлю яйцо. Там 6 штук взял, но она сразу все пожарю, пускай будет. Съем, нет, так, знаете, можно, если половину я съем, а вторая половина останется, и вот эту яичницу мелко нарезать, и туда залить, накрошить бич-пакет и залить водой. И офигительно вкусное блюдо получится. С яйцом, вот поверьте, вот с яйцом бич-пакет вообще идет хорошо. Вот. Так. Ладно, сейчас пожарю, потом уже включусь. Растительное масло вот такое вот, как повидло. Ну, примерзло там на улице. Такие дела. Все хорошо. Печка топится. Сейчас подкинул еще два полена сухих. Быстро все организуем обед. Наблюдатель. Что происходит в избушке? Наблюдает Тулан. Немножко заготовил дрова. Ну, вот эти остатки, гнилые доски. Здесь жарится. Все уже добавил. Чайник закипел, все хорошо. Чуть-чуть там. Еще буквально там 5 минут. И у меня свет. 5 минут и все будет готово. Вот почти готово уже. Хороша яичница. Быстро и вкусно. Ну, вот еще можно уже взять. Вот такой аппетитный вид такой с лучком. Так, ну вот, ребят, все. Забираю. Он готов. Сейчас еще попробуем этот салат. Он тоже вкусный, между прочим. Обалдеть. Ну и будем считать, что это обед. Давайте вот этот попробуем салатик. Обалденный вкус. Вот это все свое. Салаты, я имею в виду. Лук покупной, ну и яйца, конечно же, покупные. А салат приготовлен в домашних условиях из своих овощей. Морковь, кабачки, перец покупной, сладкий. Ну, остальные ингредиенты, в принципе, все наше свое.
Тулану дал хлеб, пока он хлеб ест. А с тушенкой чуть позже. Ну, как я ужин буду готовить, и ему тоже, я об этом уже говорил. Снег идет, капец как. Ладно. Обед показал. Где-то часа на 2 еще сходим на рыбалку. С удочкой посижу. Ну, подводную камеру буду смотреть. Если найду рыбу, то буду рыбачить. Если нет, так обратно в избушку. И в принципе, пока не стемнеет, я никуда не пойду. Где-то часов 7, может быть, еще. Если не надоест, проверим жерлицы. Пока все по плану. Все идет по плану, да. Все очень вкусно получилось. Давайте, ребят, встретимся уже на реке. Вот эту щуку надо еще поймать. Но он мелкий. Что-то он выплевывает. Но он есть тут. Вы не поверите, ребят. Опять сработка. Опять сработка. Вот. Третий раз уже, третий раз. Загрузился ледобур ящик. Еще по-взрослому. Как настоящий рыбак иду. На поиск плотвы и ельцов. Снегопад. Тулан бежит. Флажок горит. Посмотрим, что там. Он тоже любопытный. В одном и том же месте. Долбит и долбит. Хвосты. Тулан вырад. Ну опять та же самая картина, ребят. А нет, кто-то вроде есть. Да, есть кто-то, ребят. О, сорвался. Ты смотри, а. Не мелкий, между прочим, во-первых. И выплюнул. С рыбой ушел. Вон лактача. Ладно, наживлю. Блин, такой хорошенький, между прочим, был. Фу, вон ты запутаешь ща. Вон. Это челок. Ладно. Без промахов никак. Дернуть побоялся. Думал там. Вон, Маш, вот зацепишь и побежишь, потом меня поранишь. Попаду в крючок. Побоялся дернуть. Как бы так дергаешь, а может и он так уйдет. Короче, так получилось. Но, во-первых, он был не мелкий. Во-вторых, я просрал эту щуку. Я говорю, опыта в этом деле у меня нету. Когда дергать? Ну, интересно, интересно. Ничего, будем учиться. Тут у меня капроновая нитка. Так. Ладно. Бля. Че он куда? Крутанул не туда. Одну плотву я ему подарил. Так, ладно. Если жадный, еще подойдет. Так. Тут, ребят, сработка была. Флажок отлетел. Ну вот. Я щуку поймал сегодня. Так. Не знаю. Что-то леску вроде как не открутила полностью. Нету.
запружинило. Отлетело капитально, а вот сейчас по-новому закреплю. Прямо аж флажок в сторону отлетел. Вон там у меня ящик. Сейчас ходил вот до конца. До этого я тут прикормил, посидел минут 10, ни одной рыбы я не увидел. Сейчас еще минут 5 посижу, если никого нету, поднимусь выше, но чуть ниже поворота, ой, ниже избы, но выше на то место. Одним словом, я так и думал, что тут никого нету. И не будет, думаю. Потому что уже несколько лет подряд так. Но все равно еще посижу, погляжу. Кто его знает, что может быть там. Если ничего на реке не будет происходить, ни сработки или я рыбу не найду, то больше включаться не стану. Бесполезно жгу гигабайты. Пустое дно, даже ерши не проходят ничего. Не понимает, что происходит. Первый раз видит телевизор. Ладно. Ну что, ребят, уже начало вечереть. Ну и буду заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Сейчас пойду на избу. За спиной уже там избушка. Рассказываю. Ну что, это третье место, где я вот смотрю не мое кино. Вон дно. Ни одной рыбы нету. В общем, ни одного подхода, даже ершей нету. Первое, где я вот показывал, разрядился, аккумулятор поменял. Короче, первое, где я включался, там прилично нормально так посидел. Надеялся, что рыба там подойдет. Вообще ноль. Потом все вещи собрал и перешел на то место, где поймал щуку с утра. Вот. Только с правой стороны отсюда, там ближе к берегу. Там попробовал, тоже посидел. Не скажу, что долго, но минут 10, наверное. Ноль. Хотя там песок, это дно. И сейчас вот перешел сюда. Подводная камера. Быстро сейчас начал разряжаться аккумулятор. Очень быстро. Там уже все, зарядка. Хотя полная была с утра. Вот, вчера заряжал. И тут тоже ничего. Да уйди туда, уйди. Тут тоже вообще ничего нету. Ты смотри, что делает, а? Ты смотри. Мешает. Углоружа. Углоружа. Ну, гуляй. Никуда не уходит. Вот. Здесь дно так себе такое илистое. Не такое сильное течение, спокойное течение. И тулан мешает. Лапу дает. Вот. Короче, сейчас собираюсь. И нафиг эту рыбалку. Все надоело, честное слово. Я знал, что здесь не будет. Надеялся, конечно же. Я как бы надеюсь, что найду рыбу, а не получается. И
К сожалению, их нету. Вот. В следующий раз, когда приедем, можно попробовать выше от избы. Завтра в планах у меня собрать чагу. Если чагу передумаю собирать, выше избы там попробую порыбачить. В остальном все. Одна щука. Одну промазал здесь. Надо было мне дернуть. Подсечку так сделать. Но я в этом деле, ребят, ну просто не знаю, как быть. Вот тащу, вроде щука сидит. Думаешь, так подсечку сделаешь, ты крючок дернешь и рыба уйдет. Или же наоборот, надо подсекать, чтобы вот зацепилась. Ну, короче, ушла щука. Хотя как сказать, я его чувствовал, и он не маленький был. Он хороший тоже, не меньше 50 сантиметров. Так. Ладно, давайте пойдем в избу отдыхать. Не знаю, сегодня вечерняя проверка у меня будет или нет. Но сейчас я пойду на избушку. Тут, короче, ни одной рыбы не появилось. Прикармливай, бесполезно. Ну. Все, раздеваюсь. Шабаш. Сходил за водой. Еще ведро воды принес. Намочим-то нам хватит. Ну, чтобы ужин приготовить, если что. Хотя я сыт и пьян. Пьян от усталости. Сыт от вкусной еды, что я съел. Что? Сперва отдохну, полежу тут. Потом уже думать буду, что дальше делать. Вот. Аккумуляторы кругом. Аккумуляторы. Еще что там для съемки. Такие дела. Разденусь, просто тупо полчаса буду лежать. Воды достаточно. Сейчас ужин приготовлю для Тулана. В первую очередь накормлю его досыта. Господь, Тулан. Нельзя. Ух ты какой. Нельзя. Границу переходить нельзя. Тулан. Нельзя. Сиди там. Там тебе неплохо. Вот так вот. День прошел. Сейчас в данный момент даже и не думаю, что я съезжу на вечернюю проверку, но поглядим. Да, у меня наживки нету, чтобы, вот скажем, если щука попадет или какая-то сработка холостая, там наживу унес рыба. А менять нет. Мелочь закончился. Посмотрим. Придется Тулан у меня тушенку, как всегда. Стал, конечно, это есть. Господь, Тулан. Что это такое? Сейчас суп такой тебе сделаю, что язык проглотишь. Здесь такой вкусный, быстрый. Это точно съест. А вот с овсянки кашу, блин, перестал есть. С хлопьев быстро тоже суп делал.
Вот это прям хорошо пойдет. Это сейчас отужинает и на завтра, думаю, еще останется. Хороший супец. Мам, вперед. Здесь съешь, потом занесу, если останется. Не, это нормально съест. С тушенкой хлеб. И суп такой получился. Самое то. Смотрите, почистил картошку. Подготовил котелок. А здесь я буду варить суп. Также почистил морковь и лук. Сейчас буду резать, шинковать. Обжарим. И покажу, как все это буду делать. Короче, ребят, вот такой прикид у меня. Футболка. Ну вот это термобелье, о котором я рассказывал. Действительно, термобелье, она удивляет. Потому что вот, кажется, что вся спина сырая. Но вот внутри там потрогаешь, и это термобелье, именно которое к телу, вообще она сухая. Вот, в общем, шинкую я морковь. Надо бы, конечно, через терку все это сделать. Ну, давайте шинковать. Сперва морковь, потом лук. И будем жарить. У кого есть мультиварка, там, наверное, знаете, что в мультиварке суп готовят, как бы все в кучу кидают и получается суп. Но есть такие рецепты, где сперва мультиварка обжаривают овощи, скажем, мясо также можно с прожаркой, чтобы получилось, мясо обжарить, потом уже туда все ингредиенты добавлять и водой залить, потом пропаривают все это дело. Вот. Я в котелке все буду делать. Пускай сегодня уже такой будет вечер, готовки ужина с заморочками. Вот. Только количество моркови прям в кастрюлю кидаю. Сюда также заливаю, не знаю, видите, надеюсь, растительное масло. Ну, где-то ложки 2. Дальше лук. Этого хватит. Много не надо. Поверьте, вот, блин, вот на готовку еду очень много времени идет. Но и я, в принципе, сейчас в данный момент не голоден. Я сейчас доел этот, как сказать, яичницу и успел немножко подремать. Блин, так на сон потянуло. Думаю, наверное, засну, потом ночью, в общем, встанешь и лучше, думаю, надо встать. Вот сейчас это тоже буду резать. Вот. Все нашинкуем. И в котелке сразу будем обжаривать. Чуть позже добавлю туда еще, как сказать, томатную пасту. Вот столько лука. Лук, конечно, даже можно и половину. Ну, пускай будет. Все, это дело обжариваем.
И уже постепенно будем добавлять следующие ингредиенты. Пока там жарится, все уже. Процесс пошел. Сейчас откроем банку. Говядина армейская, сделана в Беларуси, высший сорт. 97,5 масса доля мясной ингредиентов. 97%, короче, мяса должно быть. Открывается вот так. Так, это я смотрел, вот так поворачиваешь и уже вот так открываешь. Действительно, так и есть. Так, из чего он сделан? Говядина. Я не знаю, но я бы не сказал, что это говядина пахнет. Больше, наверное, лосятиной пахнет, чем говядиной. Бля, так вкусно. Реально вкусно консервы. Запах непонятный, но начнешь вас жевать и во рту это обалдеть. В общем, спасибо еще отправителю из Белоруссии. К сожалению, не помню. Вот, ну, просто на память у меня надо было на банке написать от кого. Вот. Ну, человек смотрит мои фильмы, выслал посылку. Это очередная дегустация такая вот, как сказать, консерва. Очень вкусная консерва, между прочим. Сейчас чуть-чуть еще обжарю лучок и уже добавляем вот эти консервы туда. Тут такой процесс жарки. Да, сейчас добавлю я томатную пасту. Я уже подготовил здесь. В принципе, вот это достаточно для меня. Вот это все туда бахнем. Немножко такой запах, такой вкус сделает, но не переборщи, чтобы не кислой стало. Там, если много, кто как любит, но если много положить, то потом перебор кислый станет. Чайник закипел. Вот так все это дело делается. Обалдеть. Вот поближе покажу. Вот она, консерва какая. Вот. Желе. Ну и сам шматок мяса тут. Угу. Угу. Теперь добавляем мясо, ну, в общем, тушенку. И также немножко буду жарить. Так, заодно будем смотреть, что тут интересного. Запах, не скажу, что это говядина. Так, еще. Там что-то непонятно. Ну да, в принципе, все мясо тут. Такое жесткое мясо. Жесткач тут. Скажем, вот если в походе с хлебом этот шматок съесть, вы будете сыты. Да, надо немножко обжарить. Вот еще. Вот. И в принципе все это мясо действительно. Такие вот куски.
Там еще прослойка жира. Это я тулану отдам. Вот. Тулану. Вот. Похож на внутренний жир. На внутренний жир. Ну, чем-то похоже на, как сказать, даже на лосятину. Вот. Короче, пол кастрюли у меня тут мясо. Да, это тулана отдам. Жира не надо, там у меня растительное масло уже есть. Так что сейчас еще дальше буду обжаривать. И уже добавляем картошку и воду. Он уже начал жариться. Вот консервы. Ну, пока непонятно. На вкус как-то вроде вкусный, но на вид, я скажу вам, не очень. Так. Посмотрим, что за суп будет. Так, ну все, ребят. Где-то минут 10, наверное, обжарил там. Не скажу, что он развалилось там. Такие же шматки остались. Вот. Нормально. Я думал, там пюрешка будет. Похоже на это. И какая бы посылка мне не пришла от подписчиков, я всегда озвучиваю честно. И, как сказать, не буду перехваливать или еще что-то там. Я рассказываю как есть. Потом иногда бывает там, знаете, вот комментарии идут. Вот, говорит Олег, тебе посылку отправляют, а ты там еще там минусы там ищешь, там говоришь или еще. Вот если найду, скажем, как сказать, кожу или еще жира много, я об этом озвучиваю. Не буду там ымкать, там говорить, что о, как вкусно, как вкусно. Нет. Чтобы это честный отзыв от меня своим подписчикам. Не люблю, вот, скажем, ну, просто вот обман. Обман отправителя, обман себя. Лучше рассказать честно. И все будет хорошо. Я не знаю, что добавлять. А критиков все больше и больше. Без этого никак. Вот, сейчас я картошку добавлю. Но все не буду крошить. И добавлю еще воды. Потом соль еще добавить по вкусу. И также поставлю на печку, и будет он томиться до готовности. На медленном огне он будет кипеть. Как картошка станет мягкой, уберу с плиты и уже будем пробовать. Сегодня заморачиваюсь с этой готовкой. Обычно я тушенку, картошку ложу и все. Сегодня вот так решил. Но не думайте, что я каждый поход буду вот так. Как сказать, готовкой так париться, нет. Лучше пельмени взять, быстренько сварить, отужинать и на боковую. И все проблемы. Добавил воды. Вот. И вот такой цвет приятный. Все, сейчас уже поставлю на плитку. Все так красиво, ребят. Закипел. 15. Кулан там лежит. Предбанники. В будку не ложится, не знаю почему.
Так. Я смотрю фильм. Не знаю, как он называется. Это бандитский. Серьезная работа. Я понимаю, но ведь важнее всего выполнить ее и выполнить профессионально, так? Немножко Я прикольный. тебе помогу, и кому какое дело. Деннис, забудь об этом. Бандит. Слушай, если с вами что-то Очень случится... 96-го года, наверное, фильм. Я не могу нести за вас ответственность. Да пошел ты. Переводчик, Я тебя как слышите? друг прошу. Сколько раз мы с тобой говорили о настоящем большом деле? Дай мне шанс, Джо, один раз. Вот, ребят, давайте попробуем на соль, на вкус. Соль самое то. Томатная паста такая вот, чуть-чуть кислинка, чуть-чуть самое то, вот, не переборщил. Потому что если полную ложку поставить и положить, то уже он кислый будет. А это самое вот как раз получилось. Вот такая консерва. По баллам, если поставить, то я бы поставил этим консервам 4 из 5. Ну, моя такая оценка. Чуть-чуть, вот как будто вот есть какой-то вот, вкус, который мне не очень так понравилось. А так, в принципе, есть можно много мяса. Похоже на мясо. Но из чего сделано, так я и не понял. Если честно, вот так. От сердца, если сказать. А говорю всегда правду, что есть. А суп получился наваристый, очень вкусный. Ну и прикуску можно еще лучок. И два слова о сегодняшнем дне. В принципе, день прошел. Нормально. Вкусный суп. Реально вкусный суп получился. Вот этот томатная паста, наверное, вот какой-то вкус сделала это вкус этого супа. Вкусный вкус этого супа вот так сделала. Сейчас немножко закрою дверь. Вот. А в остальном, в принципе, жерлицы поставили. Вроде сегодня поклевки были. Не думал, что какая-то рыба еще осталась в нашей реке, но, видать, еще есть. И просто надо почаще выходить на речку. И думаю, все равно рано или поздно какой-то улов будет. Вот. Давно уже хотел на эту рыбалку. Все никак не получалось. Ну, вот сейчас ездил в город и думаю, надо съездить. Потому что и мои зрители также ждут похода с избы. Просто один комментарий, у меня просто вот через меня вот этот комментарий прошел. И не помню, кто написал, но в двух словах так, если вспомнить, просто говорит: Олег, сходи избушку, и неважно там есть птица или нет, там просто, говорит, сходи там, побудь там, приготовь что-нибудь там, просто быт покажи. Это нам, говорит, надо. Это сказал мой зритель. И не то, что вот у некоторых так залетные заходят, там что-то не понравилось, там критику оставляют или же каприз свой оставят там в комментариях. А я услышал комментарии своего подписчика. Второй подписчик также, это мой земляк, говорит, почаще готов в избушке. Такие комментарии тоже вот было. Но готовить я особо не люблю. Поэтому так вот. Сегодня, да, постарался. Как бы суп повозился с этой готовкой, но и очень вкусный суп получился. Прям я сегодня вот тарелку и вторую, третью, может, съем.
Я обычно хорошо ужинаю, а завтрак я особо не приветствую, потому что у меня с утра аппетита нету. Некоторые вот с утра готовят завтрак и перед уходом на работу они плотно завтракают, а я не такой. Я обычно пью чай, 2-3 кружки, может, там стакана выпью там с хлебом или же хлеб с маслом. А чтобы вот кашу приготовить и потом этой кашей завтракать, очень-очень редко. Вот. А ужинать я плотно, вот прям плотно ужинаю и перед сном хорошо ужинаю, и я сытым всегда ложусь спать. Вот такие дела. Спасибо вам, зрители мои, за хорошие комментарии и за все хорошее. Конечно же, дальше будем снимать. Сейчас, пока походы на вторую избу, тоже в планах у меня было на лыжах сходить. Скажем, полпути на какой-то технике поехать. Хоть на буране или же еще на чем-нибудь. Потом уже на лыжах. А сейчас вот смотрю, ну завтра я на лыжи встану и посмотрю, как держит снег. Хотя чуть раньше держал снег хорошо и можно было, конечно же, сходить. Но тоже вот меня останавливает то, что дичи нету и просто не хочется куда-либо ходить. Скажем, я пойду на вторую избу, один глухарь может там летает, там удастся там его добыть или нет. И, конечно же, видео с избы будут, не волнуйтесь. Будет птица или нет, там все равно, скажем, и к весне походы будут, и на лодке там походы будут, и осенние там, как сказать, походы на лодке также будут, как и шли. Это все, конечно же, будет. Вкусно. Мясо так себе, скажу вам. Мясо, ну, это не то, что, вот, скажем, из какого-нибудь очень хорошего мяса сделано консервы, но супом сделал. Реально вкусный суп получился. Вот просто сногсшибательно вкусный суп. И видели, как я приготовил? Не отдельно там в сковороде жарил что-то там, а в котелке. Это реально быстро и не надо пачкать там лишнюю сковороду. Хотя у меня там сковорода еще не мытая есть. Но суп сегодня реально вкусный получился. Очень-очень вкусный. Вот. А что будет завтра, ребят? Также я буду показывать. Давайте будем уже сегодняшний день заканчивать. К сожалению, я мелкую рыбу не нашел, чтобы вот посидеть с удочкой. Если поблизости возле своей избы я найду ельцов или же плотву, то я готов даже до позднего вечера там рыбачить, сидеть в палатке под фонариком. Но, к сожалению, здесь перестала зимовать рыба. Рыба куда-то уходит. Не знаю куда. Я не могу найти. Я где-то на 5 километров выше уже поднимался и все подряд там искал видеокамерой. Ниже реки там тоже, считай, где-то 5 километров. Вообще нету. Вообще нету. Где-то в других местах он... Ну, не в этом году я искал, а были вот года, 2 года назад, например, вот, я этим занимался очень-очень много, там бурил и искал каждый поворот там с перекормой. Ну, рыбы нету. Изредка там ершей вижу и все. Но, ребят, походы с рыбалкой только начинаются. В основном к весне это дело. Рыбалка у меня пойдет. И сегодня вот ниже избы я попробовал
поискал рыбу в 3 местах. В следующий раз уже выше поднимусь, также буду искать. Еще выше поднимусь, также будем искать. Вдруг где-то и найдем. И будет еще рыбалка и на удочку. Но не надо забывать, что в этом году очень опасный лед. Не знаю, если заморозки будут, конечно, этот наледь, если замерзнет, то лед будет толще. Сейчас льда практически нету. От силы 10 сантиметров. Твердый лед. 10. Обычно у нас 50 и 70 сантиметров бывает. В этом году 10 сантиметров. 3 сантиметра льда, потом наледь, просто вода. И 10 сантиметров лед. Все. А где большое течение, там вообще открыто, я уверен. Так что надо быть осторожным. Даже не думай, что, как сказать, куда-то поехать на буранах по реке или еще просто ты провалишься в наледь, или же местами может быть даже открыто под снегом. Опасный лед, просто опасный. Вот. Ну все, давайте. Я сейчас ужинаю, дальше смотрю фильм и встретимся уже завтра. Все хорошо. В избушку очень тепло, даже жарко местами. Постоянно приходится открывать дверь. На улице тепло и в избушке жара. Круговой утеплил. На полу, конечно, прохладно, но на нарах просто я балдею. Я просто отдыхаю от всего мира, от всего, что вот я слышу, вижу в смартфоне, в телевизоре. Здесь просто кайфуешь. Просто ничего это не дергает, не беспокоит. Чем меньше знаешь, тем лучше жить, там спокойнее жить. И вот это спокойствие у меня сегодня и завтра будет. А потом уже снова нырнем в обычные будни и дальше будем смотреть телевизоры и смартфоны. А я вам дальше буду снимать фильмы. Все, давайте, я ужинаю. А то я могу так просто вот, бывает и прорывает, что-то там болтаю. Может и чего так. Но хочется иногда поговорить. Обалденно вкусно. Бля, как будто первый раз такой суп ем. Сегодня я от этого супа наслаждение получаю. Так что, возможно, я буду почаще томатную пасту брать с собой.